эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Повышение реальных доходов россиян является ключевой задачей правительства Российской Федерации на ближайшие годы. Об этом президент России Владимир Путин заявил 6 мая на встрече в Кремле с членами правительства. Президент России подчеркнул, что для выполнения этой задачи сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры, сказал он. Путин также добавил, что необходимо повысить авторитет и престиж труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны. Зарплаты в этих отраслях должны расти и дальше. Что касаемо повышения минимального размера оплаты труда, то на эти цели в Якутии потребуется 4 миллиарда 52 миллиона рублей. Об этом сообщил министр труда и социального развития Якутии Александр Михеев. При этом министр подчеркнул, что дефицита средств не имеется. Так, в государственном бюджете республики на эти цели предусмотрено 2 миллиарда 668 миллионов рублей. В марте региону из федерального центра было выделено 536 миллионов рублей. В апреле 846,5 миллионов рублей. Государственная гарантия по оплате труда с 1 января 2018 года увеличилась на 38%, а с 1 мая еще на 17,6%. Так, МРОТ для работников учреждений, финансируемых из госбюджета республики и имеющих максимальную северную надбавку в местностях, где районный коэффициент установлен на уровне 1,7%, составил 27 908 рублей. В местностях, где районный коэффициент установлен на уровне 2%, 31 256 рублей. Якутские в организациях, в которых применяется районный коэффициент 1,4% при полной северной надбавке с 1 мая 2018 года, МРОТ составит 24 558 рублей в месяц. Отметим, что повышение МРОТ не повлияет на размер пенсии. Бюджет Якутии в этом году получит более 9,6 миллиардов рублей от дивидендов Алроса. Об этом сказал руководитель региона Егор Борисов в ходе передачи «Актуальное интервью». Мы знаем, что Якутия – это 1/3 общего объема акций, из них 25%, 1/4 – это правительство Якутии, и 8% – это наши 8 улусов. Если мы разделим, то примерно правительству Якутии в бюджет республики попадет где-то 9,6 миллиарда рублей из этого объема бюджета республики. Это очень важный показатель, и мы за это, конечно, боролись. И мы очень радуемся, что все-таки дивиденды получились неплохие. По предварительным итогам 2017 года компания «Алроса» показала рекордные показатели по объему добычи – 36,9 миллионов карат. Объемы продаж также не снизились. Это результат работы самого коллектива и руководства компании. Отмечу, что 50% чистой прибыли в этом году пойдет на дивиденды – это 38,6 миллиардов рублей. Порядка 4000 человек будет трудоустроено в этом году в Якутии. Из них 800 человек уже трудоустроены в первом квартале этого года. В сельской местности будет трудоустроено 260 якутян. Об этом также сказал Егор Борисов в ходе передачи «Актуальное интервью». Это вопросы, связанные с организацией и привлечением, например, сельских тружеников промышленности или непосредственно в промышленных районах создать это условие, или расширение малого и среднего бизнеса, малого производства, чтобы малый и средний бизнес решал не только саму собственную задачу, но и это был как социальный заказ, настраивать промышленные предприятия, настраивать другие производственные предприятия, чтобы вакантные места, насколько возможно, места, которые появляются на территории Якутии, они в основном занимались с теми, которые живут в нашей Якутии. Только по узким специальностям, которые не хватает за счет отсутствия здесь специальных кадров, то можно привлекать.
Агрегатор такси из Якутии InDriver потеснит Uber на международном рынке. InDriver начал международную экспансию с Мексики. Первым городом, который стал отправной точкой для якутского сервиса, стал город Сальтильо. Его население 800 тысяч жителей. На момент старта к InDriver там подключено около 500 автомобилей. В ближайшие месяцы InDriver начнет работать еще в нескольких городах Мексики, других стран Южной и Центральной Америки, Африки и США. Всего международное развитие сервис планирует инвестировать около 30 миллионов долларов в течение года. Стратегия выхода на рынки развивающихся стран с невысоким средним чеком может помочь продемонстрировать растущие объемы поездок потенциальным инвесторам, считают эксперты. Мониторинг властями Якутии финансово-хозяйственной деятельности компании ЕТЭК позволит гибко реагировать на различные ситуации, в том числе по погашению кредиторской задолженности для обеспечения завозок топлива в районы Крайнего Севера и надежной бесперебойной подачи природного газа в центральные районы Якутии. Об этом сказал первый зампред правительства республики Михаил Осипов. В целях обеспечения энергобезопасности нашего региона мы обязаны быть в курсе финансовых документов главного теплоснабжающего предприятия нашей республики. Независимо от того, что происходит в компании, Якутия должна быть стабильно обеспечена теплом, отметил он. Исполняющий обязанности директора ЯТЭК Андрей Алексеев в свою очередь проинформировал, что наличие кредиторской задолженности не может повлиять на функционирование компании. Производственная деятельность и обеспечение газом потребителей республики стабильны и в дальнейшем рисков не ожидается. То же самое касается и обеспечения энергозапасов. При этом было отмечено, что в сложившихся условиях компании важно, чтобы заказчики выполнили свои обязательства в полном объеме. 336 объектов, включая школы, объекты здравоохранения, жилье, котельные, объекты культуры и спорта, было построено в одной только заречной группе районов Якутии с 2010 года по 2017 год. В Усть-Алданском районе были построены 58 объектов, 91 объект появился в Мегино-Кангаласском районе. В Чурапчинском районе было возведено 75 объектов, 58 объектов ввели в Татинском районе, а в Амгинском районе было построено 54 объекта. Всего в этой группе районов в этом году планируется построить еще 30 объектов. За первый квартал 2018 года россиянам было выдано 8 миллионов 65 тысяч кредитов.